ребята! Я очень рада встрече с вами. Сегодня мы продолжаем изучение раздела «Культура, язык и общение». Тема нашего урока, ребята, язык в жизни человека, имя существительное, разряды имен существительных. Сегодня на уроке, ребята, вы узнаете, какова роль языка в жизни человека, что такое имя существительное и какие бывают разряды имен существительных. На уроке вы научитесь находить имена существительные и определять их разряды. Послушайте, ребята, притчу «Вавилонская башня». Когда-то все люди говорили на одном языке, все понимали друг друга. И решили они однажды оставить о себе память на веки веков, выстроить башню, которая доставала бы до самого неба. Построили они целый город, Вавилон, в центре которого быстро создавалась башня. Работа шла хорошо, с песнями, шутками, и вскоре башня была почти готова. Но это увидел Бог Яхве, которому не понравилось, что люди могут попасть на небо. И он наслал на людей наказание. Отныне каждый из них говорил на своем языке. Так и закончилось взаимопонимание. Работа встала, ведь строители не могли понять ни слова из того, что пытались сказать друг другу. Начали возникать конфликты, родились обиды. И постепенно люди разошлись по разным уголкам планеты. И каждый основал свой город, свою страну, где говорили на языке, не похожем на другие. Теперь попробуем ответить на вопросы. Почему люди, строившие башню, не могли договориться? Правильно, ребята. Потому что они говорили на разных языках. Какова же роль языка в жизни человека? Как вы уже догадались, язык нужен человеку для общения. Благодаря языку человек учится выражать свои мысли. Сейчас обратите внимание на предложение. Для всего, что существует в природе, воды, воздуха, неба, облаков, солнца, дождей, лесов, болот, рек и озер, лугов, полей, цветов и трав, в русском языке есть множество хороших слов и названий. Подумайте, ребята, и скажите, слова какой части речи выделены в этом предложении? Правильно, имя существительное. Сейчас обратите внимание на эту схему. Итак, мы знаем, что имя существительное – это самостоятельная или по-другому знаменательная часть речи, которая называет людей, животных, предметы, явления природы, события и отвечает на вопросы «кто» или «что». Имя существительное имеет морфологические признаки, которые делятся на две группы. Постоянные – это одушевленное или неодушевленное, собственное или нарицательное, род – мужской, женский, средний и склонение – первое, второе, третье. К непостоянным признакам имени существительного относятся падеж, их в русском языке 6, и число единственное и множественное. Синтаксическая роль имени существительного в предложении может быть подлежащим, сказуемым, дополнением, обстоятельством. Сейчас, ребята, я предлагаю вам выполнить следующее практическое задание. Нужно определить морфологические признаки, а именно
род, число, падеж выделенных имен существительных. Эти слова даны в таблице. Если вы правильно выполнили это задание, то у вас должна получиться вот такая таблица. Итак, в природе род женский, число единственное, падеж предложенный. Существительное солнце, род средний, число единственное, падеж родительный. Существительное лугов, род не определяется, потому что это слово стоит во множественном числе. Но можно определить число множественное и падеж родительный. И существительное слов. Тоже род не определяется, потому что это слово стоит во множественном числе. Число множественное, падеж родительный. Молодцы! Сейчас, ребята, мы узнаем, какие бывают разряды имен существительных. Итак, имена существительные бывают нарицательные, которые обозначают название класса однородных предметов, и собственные, которые обозначают название единичных предметов. В свою очередь, нарицательные имена существительные делятся на следующие разряды. Конкретные, которые называют лица или предметы. Например, ученик, сосед, карандаш, ручка. Следующая группа – это вещественные. Они называют различные вещества. Например, железо, сыр, вода, газ. Третья группа – отвлеченные. Они называют явления, понятия, качества, какие-то события. Например, работа, радость, отвага, чтение. И четвертая группа – собирательные. Называют множество одинаковых предметов как одно целое. Например, листва, детвора, человечество, студенчество. А чтобы проверить, как вы усвоили тему, я предлагаю вам выполнить практическое задание. Нужно определить разряды имен существительных, записать их по группам, поставить к существительным вопрос «кто» или «что». Итак, ребята, проверьте. К конкретным именам существительным вы должны были отнести слова «цветок», «что», «колокольчик», «что», «парта», «тетрадь». К вещественным «песок», «вода», «мед». К отвлеченным вы должны были отнести слова «общение», «любовь», «детство», «сказка», «звон», «плач». И четвертая группа собирательные – малышня, молодежь, мусор, лес. Надеюсь, ваши ответы совпали с моими. Молодцы! Итак, ребята, подведем итоги. Сегодня на уроке мы узнали, что язык нужен для общения. Во-вторых, мы узнали морфологические и синтаксические признаки имен существительных. И в-третьих, мы узнали, что имена существительные бывают собственные и нарицательные. Нарицательные, в свою очередь, делятся на разряды: конкретные, вещественные, отвлеченные и собирательные. На уроке мы научились находить имена существительные и определять их разряды. На этом урок окончен. Спасибо за внимание.